Булочка и чай – таков ежедневный рацион большинства младшеклассников республики. Из госбюджета на обед школьникам выделяется 7 сомов. Учащимся общеобразовательных учреждений Высокогорья, видимо, повезло чуть больше. Имея в виду георасположение, правительство выделяет школьникам этих регионов на целых 3 сома больше. Чиновники, похоже, считают, что подрастающему организму этого хватает и для нормального роста и умственной активности. Так что ребята полноценно могут усваивать учебный материал. Но родители уже давно поняли, что от правительства ничего не добиться. И чтобы здоровью их чада не было вреда из-за столь скудного обеда, решили доплачивать. К примеру, в Лебединовской школе-гимназии номер 1 у школьников теперь каждый день горячее питание – супы и каши. В образовательном учреждении для этого обустроены столовые. Каждый класс обедает по расписанию. Вот после того, когда провели родительские собрания, запротоколировали, желающие, кто согласен для проведения горячего питания, сдают 40 сом, в неделю 200, и родители контролируют и сдают повару, они закупают продукты. Конечно, согласованно с медицинской сестрой мы еще некоторые блюда внесли, но чтобы было и вкусно детям, и полезно, и желанием они пропитались. И таких школ по республике 788. Правда, в большинстве из них горячее питание для школьников организовано только за счет зарубежных доноров. Эти школы с помощью местного самоуправления, с помощью доноров, таких как Всемирная продовольственная программа, таких как Мерсико, с помощью таких доноров уже организовывается горячее питание. То есть там дается каша, там даются супы разные, да, пирожки с помощью поваров. То есть еще со стороны Министерства образования, со стороны правительства, да, выделено для этих школ штат поваров. Эти повара уже готовят для детей еду. Однако не во всех школах такое возможно. К примеру, как говорят в министерстве, кое-где элементарно даже нет водопровода. Поэтому детям достается лишь чай с булочкой. Почему булочка и чай? Потому что в этих школах не созданы условия. То есть нету воды. Вообще в селе воды нету. В некоторых школах горячей воды. Обязательно для того, чтобы организовать горячее питание, в этих школах должно быть созданы все условия по санитарным нормам. Они должны привести в порядок, да, для того, чтобы дети не отравились, а никаких случаев не было. Вот для этого и организовывается. А между тем получается, что заключенных в стране кормят лучше, чем детей. Так, на питание одного осужденного выделяется 86 сомов в день, а на ребенка всего 7. И список продуктов для осужденных гораздо шире, в том числе конфеты и сливочное масло. А между прочим, питание – это основа основ, тем более для ребенка. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдиев, НТС.